Еўрарадыё.фм. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Глядзець гэты эфір можна ў нашых сацыяльных сетках, на Фейсбуке, ВКонтакце, у Аднакласніках, а таксама на нашым канале на Ютубе. Ведаеце, лета скончылася, зараз у Мінску халодна, але ўсе правялі гэтае лета па-рознаму. Нехта тырчаў на ўласным гародзе і вырошчваў садавіну і гародніну, а нехта ездзіў лічыць людзей у Цэнтральную Амерыку. Не скажу, што першыя нечым горшыя за другіх, ці другія нечым лепшыя за першых, але ўсё ж такі лета ў другіх, тых, якія былі ў Цэнтральнай Амерыцы, мне здаецца, прайшло цікавей. І вось зараз мы запрасілі да нас у студыю Ганну Платніцкую, студэнтку. Прывітанне, Ганна. Прывітанне. Якая якраз таки была адной з такіх валанцёрак, якія з'ехалі на іншы край свету, каб лікаваць там людзей, якія там, як выявілася, таксама хварэюць. Ганна, ну распавядзіце, калі ласка, як вы ўвогуле трапілі ў гэтую хвалю? Ці даўно ездзіце ўлетку так бавіць час? Ну і калі, напрыклад, хто-небудзь з нашых слухачоў загарыцца ідэяй таксама паехаць улетку, каб працаваць там так далёка і паглядзець свет, што яму рабіць? Ну, я была во второй раз в Центральной Америке. В первый раз я ездила в основном в Гватемалу, а во второй раз в Никарагуа. Но, в принципе, я там везде поездила, потому что помимо работы у меня еще был отпуск. Поехать было как бы основная проблема финансовая, наверное, потому что программа открытая. Это девушки из России основали этот проект. И попасть просто, нужно написать заявку на их почту, ну, зайти на официальный сайт Health and Help и написать заявку на почту. Вот я такой-то, такой-то, кто я, что я, ну, банально CV. Вот. И, ну, и дальше уже, исходя из позиции, возможностей, они отвечают и проводят собеседование. Когда я еще ездила, первый раз попала на проект, тогда они только-только вот начинали собеседовать. Сейчас у них уже активно, вплоть там до нескольких собеседований с медиками, с рекрутерами. Они задают ситуации, и ты должен как-то отреагировать в этой ситуации. Как ты будешь себе поводить, да, коли там то и то. Да, потому что, ну, сама организация, она разбросана по всему, можно сказать, миру. Вот. И для того, чтобы они были уверены, что все будет хорошо. Вам не страшно было просто вот этот расповед нейкая арганізацыя, якую стварылі расіяне, якая адпраўляе людзей у Гватэмалу працаваць, ну не працаваць, а валанцёрыць, да, это гучыць, ну, крыху космічна, в принципе. Нет, как-то про них очень много видео, очень много информации в Фейсбуке, ВКонтакте, сайты, Ютуб, везде можно найти, там, как снимали клинику, как они строили, там буквально фильмы, которые снимали, которые приезжали фотографы, вот, поэтому... То бок, в принципе, яны так настолькі ўсё адкрытую рабілі, што не было сумневаў у тым, што яны шчырыя людзі. Вика, которая основала клинику, она ведет блог очень давно, еще вела на ЖЖ, а теперь у нее больше в Фейсбуке посты, и она вот все рассказывает вплоть до того, как она сама первый раз там ездила по таким же клиникам, и только потом у нее уже появился свой проект, и ее люди уже знали, и как-то... У чым увогуле вось сэнс, ну, без нас, дактароў, без вас, дакладней, да, ну, без нас, людзей з Еўропы, ўсё ж такі ў Гватэмале не атрымліваецца, да, трэба, каб мы там былі і нейкі ўнёсак рабілі. Ну, з чаго гэта? Я маю на ўвазе, вось як узнікла ідэя ездзіць валанцёрамі ў Цэнтральную Америку? Ну, у меня конкретно она возникла с любви к путешествиям, но как-то путешествовать уже просто так, дорога ради дороги, как будто бы нет смысла в этом никакого. И ты едешь, и меняются декорации, а по сути ты все так же как-то поверхностно на все смотришь. А когда ты приезжаешь волонтером, когда ты работаешь там, ну, фактически, ты видишь их проблемы, видишь, как они живут, их устои, сталкиваешься с какими-то ситуациями, которые ты думаешь, блин, менталитет такой, как? Вот, і... Бок ёсць розніца паміж вандроўкай, калі ты едзеш куды-небудзь там, і ёсць паміж прыгодамі. Да. Мне здаецца, што у вас якраз такі хутчэй прыгоды
атрымаліся? Ну да, наверное. Ну, прынамсі, мяркуючы па тым, што вы пісалі у сябе ў Фейсбуку, як я, уласна кажучы, на вас натрапіў, да, па гэтым вялікім апавяданням пра тое, як там усё гэта адбывалася. Ці былі там, ці ведаеце вы іншыя беларусы, акрамя вас? Я знаю, что они собираются ехать. Вот. Под вашим уплывом, ці просто самі сабой? Я не знаю, как бы, как. Мне просто здаецца, што наш менталітэт, ён не зусім вот для валанцёрства мы адкрытыя, да? Ўсё ж такі мы такая нацыя, якая хоча, калі ўжо працаваць, то нешта атрымліваць наўзамен. Да? То бок мы добрыя, працавітыя беларусы, вось, але вельмі прагматычныя. Вось. І ну вот так вот. Таму я і пытаюсь. Ну, я думаю, что просто как-то не слышали об этом проекте у нас особо, поэтому не было белорусов. Вот, и на каждой границе смотрели мой паспорт и такие, что это за страна, что это, покажи нам ее. Вот. И у нас особый визовый там режим по сравнению с россиянами. Нам нужна шенгенская виза или американская, чтобы там путешествовать. А россиянам ничего не потребно? Ничего. Вот. Ничто себе. Да. А по поводу волонтерства, согласна, очень многие мне говорили, типа, зачем, за бесплатно, да ты лучше иди в больницу поработай, или там... Ну так, видать, вы в любой деревне белорусской найдете свою Никарагуа, вот. Вось мы з вами, я распавядаў вам пра археалагічныя раскопкі, мне таксама казалі, калі я ездзіў туды валанцёрам, а што ты не мог пайсці ў гародчыку пакапаць, вот маці мне казала, я б табе дала лапату, ты б мне пакапаў градачкі, там, ну навошта ты ездзіў куды-небудзь валанцёрам. Таму я не просто так, а з уласнага досведу. Добра, калі не беларусы, то хто былі там з вами побач, адкуль прыязджаюць людзі валанцёрыць у такія месцы? Очень много россиян было, ну, потому что Вика ведет соцсети на русском, и получается, что люди привлекаются из соцсетей. Но были американцы, была чилийка, гватемалка, ну, вот таких вот рядом. Европейцев не было, но я знаю, что после меня приехали португальцы и испанцы. Вот, поэтому как бы отовсюду. Упершыню, як вы рыхтаваліся да падарожжа? Ну вот цікава, это ж ці ўяўлялі вы сабе, куды патрапіце, наколькі гэта уяўленне не спраўдзілася, ці спраўдзілася, да? Вот тое, што вы ўяўлялі, і тое, што вы пабачылі на месцы. Вот ни одно путешествие, все, что у меня было, оно никогда не оправдано. Всегда все выходило совершенно по-другому. И я, в принципе, не знала, что Гватемала за страна, и что она окажется настолько красивой. И да, потому что ну, у меня просто такое белое пятно, и когда люди говорят, что «О, ты была в Африке», я даже не удивляюсь, потому что Гватемала, Никарагуа для многих это вообще какой-то другой свет. Ну, калі недзе ёсць незразумела нейкая краіна, значит, яна в Африке, да, натурально, да. Там... Ну да, готовилась я долго, потому что я еще ничего не знала, ни вот визового режима, и я думала, что мне нужна будет вообще национальная виза. Просто еще в Гватемале особенность в том, что тебе нужна не просто как бы шенгенская виза, а шенгенская виза, которая будет сроком более чем полгода, и... Да. Не кожная шенгенская виза. Да. И как-то вот по этому поводу я переживала, билеты тоже искала долго. Ну, хотелось все-таки подешевле что-то найти. Я у вас читал про некалькі пералётаў там з доўгімі чаканнямі, да? Бок, у прынцыпе, само па сабе падарожжа таксама не вельмі лёгкае, таму што хочацца патанней. Да, таму што ўсё гэта робіцца за вашыя грошы, я так разумею. Нет. Не зусім. Так, тут мы, в прынцыпе, другое арганізацыйнае пытанне можам закрануць. Да, першае, гэта тое, што калі, у прынцыпе, вы ну, маеце такі склад характару, які схільны да валанцёрства, да, то вы можете знайсці такую праграму і вось, напрыклад, паехаць у Гватэмалу. А другое, гэта як даехаць да Гватэмалы, уласна кажучы, да? Хто-небудзь дапамагае валанцёрам гэта зрабіць.
Ну, вообще есть рекрутеры, которые тебя постоянно сопровождают, то есть они консультируют по любым вопросам, по провозу лекарств, потому что волонтер обязан привезти с собой минимум чемодан З медикаментов. лекамі. Мгм. Ну, то Не есть пусты чемодан для лекаў, полностью, а да, Мгм. полностью чемодан лекарств, то есть 23 килограмма. Я везла вообще 2. 2 чемодана. 2 чемодана еще в моей ручной кладе. То есть у меня своих вещей было 5 килограмм где-то. Вот, и там еще где-то 5 лекарств, еще 2 чемодана. Во второй раз уже было поменьше. А на мытнях, на межах як рэагуюць на гэтыя чемоданы з лекамі? Я так разумею, што калі шмат перасадак і А они прямо пересылаются, то есть ты их не забираешь, а просто уже в конечной точке. Вот, то есть это нормально. Нормально, да. Только если меняешь там самолет или один в общем, это не важно на самом деле. Мгм. Вот. А я ехала по фандрайзингу, вот. То бок Поэтому- можна, ў прынцыпе, таксама зрабіць нейкі збор сродкаў і таму, што вы валанцёр, у прынцыпе, людзі як яны адклікались нормально на тое, каб дапамагчы вам? Ну, вообще, у меня были такие представления о фандрайзинге, то, что я увидела у американцев, что они делают фандрайзинги на миссию, ну, это называется медицинской миссией, и они едут по этому фандрайзингу. И я видела на американских сайтах эти бешеные суммы по $3000, $5000 на пару недель. Вот. И я подумала, блин, да, конечно, соберу, я там фотку красивую поставлю в хир-костюме, и все сразу там мне надонатят, и вот я поеду. И вот я сделала сбор, мне подруга помогала, и первая неделя я понимаю, что мне начинают присылать друзья, я краснею, мне стыдно, что они шлют мне деньги. А гэта нейкая міжнародная платформа? Да, это Генеросити. Генеросити. Все, ў прынцыпе, бачаць гэтую кампанію, але дапамагаюць толькі сябры. Да, Цікава, да, чаму. да. Але, відаць, ім таксама, тым валанцёрам, про якіх да. вы раней сказалі, дапамагаюць таксама сябры. Так само, да. Ага. И просто что... Просто яны багацейшыя. Да, там и я- $3000. И я не знала, что это платформа, где тебе помогают друзья и знакомые, а просто это как бы ресурс, чтобы ты туда привлек, и все было официально. То есть не просто ты там себе на карту собираешь, а через ресурс, там, с учетом налогов. Мгм. Вот. И, в общем, я очень краснела. Там мы расшаривали на какие-то российские паблики, там было очень много негативных комментариев про то, что за сумму сбора можно мне дать реактивный пинок до Южной Америки. Вот. Класныя, добрыя людзі. Да. Заўжды гатовы падтрымаць Но валанцёраў, іх ініцыятывы. Да, но прошло несколько недель, и как-то нашелся сам спонсор, человек, который написал, связался и такой, конечно, я вам помогу. И я помню, когда шла с ним навстречу, думала, что все, сейчас я должна буду сказать, почему я, там какой-то у меня был жизненный опыт, волонтерство, там как-то там все отчеты предоставить. Но как-то все оказалось проще, очень, очень на доверии, и меня это как-то очень, очень тронуло и, наверное, как-то перевернуло мое восприятие вообще многих вещей. За які час вы пачалі гэтую кампанію? То бок, в прынцыпе, за колькі трэба пачынаць збор сродкаў, падрыхтоўку да такога падарожжа, прыгоды? Первый раз я начинала за полгода, второй раз за месяц. Ясно. Бок, у прынцыпе, досвед дазваляе пачаць за месяц. Да, уже он есть. но у меня как бы уже было все налажено, можно сказать, что я там знала, как собрать лекарства, я знала, как лететь, я знала, что у меня уже была виза открытая, и, то есть у меня было, в принципе, все готово, там я... Просто в первый раз я еще учила испанский, а второй раз я уже занималась репетитором, и там как-то все было... до последнего я не знала, поеду я или не поеду. Так, я зразумеў, што мы увогуле не пагаварылі пра тое, чым вы займаліся ў Гватэмале, таму мы перарвемся зараз на кароткі выпуск навінаў, а далей працягнем размаўляць з Ганнай Планкінскай, валанцёркай, якая лятала ў Цэнтральную Амерыку, каб там лікаваць людзей.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. 100% плату дармаедаў за газ адклалі на паўгода. Тэрмін поўнай аплаты аднеслі заместа 1 кастрычніка на 1 траўня 2020 года. Гэта прадугледжана адмысловай урадавай пастановай ад 7 кастрычніка, паведамляе прэс-служба Савета міністраў. Дажынкі Мінскай вобласці пройдуць на Барысаў-арэне. Свята вёскі прызначанае на 12 кастрычніка. Паведамляецца, што ўдзел у свяце возьмуць 6 000 чалавек. Паўтарагадзіннае свята будзе ісці на 20-метровай сцэне са светла-дыёднымі экранамі. Закончыцца святкаванне песняй пра Мінскую вобласць. Лукашенко падкрэсліў, што ва ўзброеным канфлікце ва ўкраіне можа дапамагчы толькі ўдзел Злучаных Штатаў. Пра гэта Лукашенко заявіў, выступаючы на міжнародным форуме «Мінскі дыялог» сёння ў Мінску. Трактарны завод хоча рабіць трактары не толькі для ўсходняй, але і для заходняй Еўропы, а таксама ЗША. Пра гэты намер заявіў генеральны канструктар завода Андрэй Стасілевіч. У найбліжэйшы час трактар «Беларус» плануюць дапоўніць аўтаматычнай трансмісіяй і сістэмамі аўтакіравання. Спадар Стасілевіч дадае, што фірмовы стыль, аднак, захаваецца і ў новых трактарах МТЗ. Заўтра ў нашай краіне чакаецца да 10 градусаў цяпла. Будуць ападкі ў выглядзе дажджу ў асноўным. Уначы чакаецца ад 0 да -4. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і працягваем размову з валанцёркай Ганнай Платніцкай, якая ездзіла лекаваць людзей у Цэнтральную Амерыку, у Гватэмалу і ў Нікарагуа. Да, Гватэмала і Нікарагуа – это Цэнтральная Амерыка, калі не верыце, пагуліце, это не ў Афрыцы. Яшчэ раз прывітанне, Ганна. Скончылі мы на тым, што мы ўвогуле размаўлялі першую палову эфіра пра нейкія арганізацыйныя акалічнасці і зусім не паразмаўлялі пра тое, што вы там убачылі і што вы там рабілі. Чым хварэюць людзі ў Цэнтральнай Амерыцы? Гэта неяк адрозніваецца ад нас? Ці гэта нейкія незвычайныя хваробы, назвы якіх мы ўвогуле тут не чулі ніколі? Не поверите, тем же. Тем же самым. Да. Ну, на самом деле, наверное, там больше диабета второго типа. Ну, это связано с питанием, особенно с обилием кукурузной муки, такого жирного, жареного, кукурузных напитков, всего кукурузного. Вот. И, ну, в целом, але диабет такі ж, як у наших людей. Да, сердечно-сосудистые травмы, гинекологические проблемы, роды. А грипп, наприклад? То тоже, конечно, простуда. У іх, мне здаецца, там цёпла, это ж неяк бліжэй да экватара, прынамсі, чым мы. Вось, але ўсё роўна прастуды ёсць. В Никарагуа тепло, а в Гватемале очень холодно. А чаму так? Горы. Ага, Гватемала ў гарах. Да. Ясно. Да, вообще Гватемала страна вулканов, там 31 вулкан, по-моему, таких крупных. И сама местность, она горная. И летом я была, вечером мы всегда ходили в штанах, в кофтах, ну, 18 градусов. Это... Классное лето. Да, ну в Никарагуа было 40. А гэта за одну поездку укладаюцца две краіны, напрыклад, да? То бок трэба мець з сабой і штаны, і кофты з курткамі, і шорты, і майкі. Ну, а у вас 5 килограмм было всего вопратки. Рэчаў. Я просто была и там, но не обязательно. То есть, как человек хочет только в горы, пожалуйста, только в горы. Ну и плюс на каждом из проектов есть всегда волонтерские вещи, потому что
приезжает много путешественников, они любят скидывать лишний хлам, вот, и поэтому одеться там можно всегда, уехать еще и лучше, чем приехал, вот. И в Никарагуа еще очень много американских секондов, там буквально за $1 можно очень модно одеться, там. То бок няма неабходнасці весці вопратку з Да, сабой. вообще, да. Круто. Это таксама мне Можно здаецца. взять колоночку для атмосферы, там чай хороший тоже для атмосферы. То бок есть праблема з нейкімі звыклымі рэчамі, якія у нас тут у кожнай краме, да? Ну да. А чаму няма добрай гарбаты? Просто напиток непопулярны у тым рэгіёне? Да я даже не знаю, ну не выращивают и не завозят, наверное. Там есть каркаде, и все. Если еще в Гватемале есть в супермаркетах, там всякие такие чаи в пакетиках обычно, то в Никарагуа вообще даже такого найти сложно или дорого. Зато есть каркаде везде. Вось глядзіце, мне здаецца, што ну калі прыязджаеш у такую далёкую краіну, адразу па колеры скуры зразумела, што ну мясцовым жыхарам зразумела, што яны маюць справу з нейкім відам турыста. Да. Вось, але з іншага боку вы доктар. Ну, я маю на ўвазе, што турыстаў у такіх краінах звычайна прынята, ну, не то, што падманваць, ну, зарабляць на іх. Ну, да? да. Але доктар — это чалавек, які, ну, несе здароўе, там, дапамагае і гэтак далей. Як у вашым выпадку мясцовыя вырашалі гэтыя акалічнасці, гэтую супярэчнасць? Падманвалі ці ўсё ж такі паважалі як доктара? Миссионера? Ну, в Никарагуа там еще новый проект, и там, конечно же, везде обманывали, где только можно. И, к сожалению, на лбу не написано, что ты медик. Может, белый халат? Ну, как-то жарко. Ага. Вот. И, ну, поэтому везде обманывали, и ты всегда выделяешься, ты никуда не спрячешься, ты не перекрасишь там цвет кожи, и для них есть только один тип иностранцев, это американцы, у них есть вот штаты, они знают, что это такое, и для них ты гринго всегда, и с гринго всегда берут больше, то есть отдельный тариф, они даже часто у них согласованы. Вот. Бок можна, есть да. як два розных, две меню розные, да, и так далее. Да. Ну, то есть в Гватемале, где мы уже были долго, мы знали, что там местные могут доехать за 20 кецалей, 25, а с нас всегда брали 35-40. Класна, вось я падумаў, што хаця б для каго-небудзь на гэтай зямлі беларусы нічым не адрозніваюцца ад амерыканцаў. Да? Іх можна і тых, і другіх аднолькава падманваць і зарабляць на іх, таму што яны разглядаюцца як нейкія турысты і мехі з грошамі, не ведаю. Да? Было крыўдна вам? Ну, увогуле, і вот як гэта было? Да? І як стасункі з местнымі? Наверное, первый раз, когда я попала, да, мне было обидно, потому что для меня жить в Гватемале тоже дорого, дороже, чем жить в Минске, намного, ну, где-то вот, там $1 — это 7 кецалей, вот, и то есть где-то $4-5 будет стоить там, ну, очень маленький завтрак где-то, в очень дешевом, ну, в очень грустном месте, вот, но потом, когда я попала во второй раз, я поняла, что, блин, я могу себе позволить жить, не работать здесь 2 месяца, а никто из них позволить себе такого не может. Вот. Ну, як не працаваць? Вы ж Да. працавалі, у прынцыпе? Ну, и да, мы працавали, но мы же не зарабатывали, то есть мы тратили на жизнь, и работали и тратили. А они, там, дети с 15 лет начинают возить машины, такие пикапы, как общественный транспорт, это называется флетера, и вот 15-летние мальчики уже там возят по 20-30 человек вот сзади пикапа по этим ужасным опасным дорогам. То бок грамадскі транспорт у Никарагуа гэта не аўтобус, не троллейбус, Это я про Гватемалу сейчас говорю. Про Гватемалу, да. У Гватемале это такі пікап открытый, да, ён? Да, и да, там да, у да. кузове просто Да. сидят люди. Ну, там специальная металлическая конструкция, то есть там есть за что держаться, стоя. Вот, и там, ну, очень много людей набивается. Сидясь, ну вось бачна, я кажу, у Стоят. кузове сидяць люди, Стоят, да, а яны стоят. там стоять. Да, вот. В принципе, Ну, логично, да. Там очень много разного транспорта, но наша деревня, она в горах, и конкретно там нету ничего другого, просто в силу дороги, потому что ничего другое не проедет. Так, есть старые американские автобусы, чикен-басы, есть тук-туки, как там где-то в Азии, такие открытые
как скутеры. Вот. И есть велорикши. Это, ну, парень крутит педали и как бы тебя везет там в кузове. Повозки у них. Повозки, Мгм. да. Ну, то есть в зависимости от типа дороги, от города. Ну, вот, в принципе, вот эти вот все 4 вида, они вот везде есть. Ну, где побогаче, то там нету флітер, потому что это очень опасно на самом деле. А які былі умовы працы? Ну, вот лякарня ў Гватэмале. Ці калі казаць пра вёску, гэта можна параўнаць з чым у нас? З фельчарскім пунктам? Да, менавіта, я так? Мгм. и как бы и приравнивала к фельдшерскому пункту, но такому расширенному, потому что если приезжает человек, врач, который владеет УЗИ, он делает УЗИ, ну, а это уже не фельдшерская манипуляция. Але ёсць там быў там, дзе вы працавалі, там быў апарат УЗІ. Да, у нас был такой переносной. Ну, такі фельчарскі, в прынцыпе. Ну, пункт. почему Или ладно? фельдшерский? Потому что какую-то там операцию ты не сделаешь. Вот. Ну, поликлиника, можно сказать, такое расширенное. У нас много чего на самом деле было. У нас был кислород, у нас было ЭКГ, небулайзер, то есть можно было ингалировать, даже несколько их было. У нас бывало приезжали даже врачи, которые могли делать акупунктуру тоже. Препараты такие по группам для всего, можно сказать, обезболивающие, сердечные, для эпилептиков, вплоть до того, что если мы сами чего-то не могли сделать, мы могли отправить в город, сделать исследование, а потом он мог вернуться к нам, и мы могли дать лекарства. Потому что в Гватемале медицина хоть и развита, но она очень-очень дорогая, и особенно лекарства от эпилепсии, чего там много, купить дорого, а его нужно пожизненно принимать. Як гэта ну увогуле выглядала? Я ізноў жа ахвяра стэрэатыпаў, я ўяўляю сабе саламяную ну хіжыну, да, хатку, вось дзе там, не ведаю, працуюць дактары ці доктар там у одной, у іншай доктар. Нет? Ну, это обычное одноэтажное здание, там 3 консульты, ну, как бы 2 консультационные, 1 операционная, ну, типа операционная. Там можно было удалить вросший ноготь, колоть суставы, ну, более, скажем так, стерильные, чем остальные консульты. И была маленькая аптека и склад. Ну, это такие именно под нужды клиники, которые были здания. Ну и все, и как в обычной поликлинике пациента, чаще всего они сразу вчетвером заходят, там полсемьи. Это таму, што яны хочуць пракантраляваць, што доктар будзе рабіць, якія маніпуляцыі, то бок сам пацыент не можа, таму што з ім это робяць, а ўсе астатнія будуць глядзець, і не дай бог ты нешта не то зробіш. Ну, Ці это просто, я не ведаю, некая традыцыя. Отчасти это было вызвано тем, что у них родной язык — это киче, то есть это местный язык, и не все владеют испанским. Конечно же, никто из волонтеров не будет учить киче, чтобы туда приехать, работать. Вот. Ну, поэтому... да, там пара месяцев. Да, переводили. Хотя прикольно было выучить іншую мову, я не ведаю, але просто не так-то это и легко, и просто. Ну да, ну мы знали какие-то уже слова, там типа, как сказать болит на киче, там как там то сказать, ну буквально самые такие важные. Вот. И... То бок ты с собой, калі ідзеш да доктара ў Гватэмале, бярэш перакладчык, як мінімум. Ну, найхутчэй. Ну, почему же? Ну, как бы, если это пожилые, то пожилые, да, они всегда берут там своих детей, потому что они не владеют испанским, а молодые, они сами обращаются там за здравоохранением, ходят в банки, на учебу, то у них как-то это все полегче и пишут, и читают, особенно дети. Вот. Ну и плюс еще у них как-то принято, вот они семья, они там живут, 15 человек вместе, вот они как бы не могут не пойти. Што гэта ўвогуле за людзі, калі параўноўваць іх з беларусамі? Ну, гватэмальцы... Ці калі не параўноўваць, просто што это за людзі? Мне очень нравится эта страна своей как бы культурой глубокой. Во-первых, это люди, которые конкретно в той деревне, которые ходят в местной одежде, женщины в красивых расшитых нарядах, в красивых юбках плотных с очень мелкой вышивкой. Это люди, которых, ну, у них очень сильно еще развит патриархат, то есть, к сожалению,
женщина много трудится и имеет мало прав и мало как бы влияния, то есть она не принимает решения, принимает старший мужчина всегда, то есть это может быть муж, это может быть старший сын, вот, это может быть там отец жены, отец жены может быть, поэтому они очень скромные, они очень добрые, они очень закрытые. Встретить гватемалку в расшитом костюме и там с корзиной на голове, где будет куча каких-то тяжелых вещей, там дрова, например, то есть это нормально. Вот, это... Буким можно тягать тяжкое женщинам. Так, да, будет идти женщина, мужчина будет без вещей, у нее будет на голове дрова, простите. Якая добра. Ну ладно, жартую. Ясно. Ну, цікава. Тут слухачы нашы і хутчэй гледачы нават пытаюцца, як вы вырашалі пытанне бяспекі, пішуць, што Цэнтральная Амерыка не самы бяспечны рэгіён. Як вы вырашалі гэтае пытанне, ці былі нейкія небяспечныя сітуацыі? І да, яшчэ пішуць, жизнь человека в тех краях ничего не стоит. Что можете сказать на этот конт? Ну, еще бы год назад я бы сказала, что да вы что, там безопасно, но сейчас, к сожалению, я скажу, что это правда. То бок першае падарожжа оно прайшло без ніякіх эксцэсаў, а другое все ж таки адзначылася нечым таким неприемным. Да, первая клиника, она в очень благополучном регионе расположена, и там очень, они уже очень там привыкли, и там вообще супер безопасно. Вот. А в целом, да, когда я уже больше поездила, больше была в ситуациях, когда я там не думала, что... Первый раз, когда ехала, я думала, что ну все, после 9, после 8 я там должна уже быть где-то в каком-то месте. Вот. А в этот раз я уже больше путешествовала, больше смотрела, у нас была больше компания, потому что еще идет стройка, и было много строителей. Вот. И как-то не было такого, чтобы я была одна, а если я не одна, то как бы я особо там и не беспокоилась, что что-то может быть. Бок сэнс у тым, што крыху расслабились вы Да, сами, да, так? и ну, больше было в разных местах. В Никарагуа очень сильное внимание ты привлекаешь вечером. Ну, то есть мы могли сесть в городе на лавочке там в 9:30, например, и к нам практически каждый второй подходил, там кто-то предлагал наркотики, кто-то опять предлагал наркотики, кто-то там снимал нас в Инстаграм себе, кто-то там мог подойти нам, ну, в полупьяном виде рэп зачитать на испанском и снимать это все в Инстаграм. Вот. И... Там все инстаграмщики. Ну, я не знаю, просто там Фейсбук они Але гэта былі людзі, якім было просто цікава, ну, то бок пакуль што ніякай агрэсіі там... Нет, но были истории, типа там у парня отобрали телефон с ножом. Ну, то есть отобрали только телефон, потому что он сбежал дальше. Было такое, что в парке напали с камнями на нас. То есть... Чаму вас цікавае? Это просто нейкія хуліганы ці ёсць нейкая класавая нена? Скорее всего. Бухматыўна і хутчэй матэрыяльна. Да, в Никарагуа там очень бедно, и там очень распространено вот это вот воровство, то есть постоянно что-то пропадало. У меня там, когда я приехала, украли камеру из $100. Ну, в первый же день это как бы классика. Приехать в страну третьего мира, как бы. Вот. У там кого-то буквально в приватном номере там со стола $40 тоже свистнули, там кто-то в доме спал рядом, вещи положил, тоже деньги украли, уборщик, ну, мы тут хоп, залез. Ганна, сканчаецца наш час, нават шкадую, што вот гэтае пытанне задаў на апошнюю, вот, да, і такія, можа, негатыўныя крыху гісторыі, але з іншага боку, можа, гэта крыху ацвярозіць тых, хто нас слухаў, да, што ўсё ж такі, акрамя романтыкі, ёсць і нейкія такія пытанні, звязаныя з жыццём. Ну і напаследак, на апошняе пытанне хацеў бы запытацца, так, ну а на вас гэта ўсё як паўплывала? Вернецеся туды яшчэ? Хочаце вернуцца? Да, конечно. То бок, у прынцыпе, не спужала і не зламала настроение? Нет. Ну, если никуда там не влазить особо, не лезть, то все будет хорошо. Ну и прикупить там себе сразу пистолет на всякий случай.
Мінская студэнтка Ганна Платніцкая была ў нашым эфіры, мы размаўлялі пра валанцёрства ў Цэнтральнай Амерыкі, пра тое, як еўрапейцы ездзяць туды лікаваць людзей. Дзякуй вам, Ганна, за пабачэння. Да, всего доброго. Да, час згортвацца. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.